Несмотря на дождь, в Сухумском детском саду «Фиалка» режим не нарушают. После завтрака положено дышать свежим воздухом. В процессе совместной игры дети учатся дружить, творить, развиваться и познавать этот мир. Любишь ты свой садик? Да, Меньше стало детишек у тебя в группе или все так же? меньше. А чем вы занимаетесь целый день? Играем, лепим, рисуем, книжки читаем, физкультурой занимаемся, еще пением. Вы, наверное, каждый день гулять выходите, да? Да, Вы здесь гуляете. Это ваша площадка? да. Что вы тут делаете? В какие игры играете? Играем мы догонялки, на горах катаемся, мы еще на качели. А что тебе здесь нравится? Играть. А любишь воспитательниц? Да, Как зовут твою воспитательницу? Лолита. Детский сад рассчитан всего на 80 мест. Сейчас учреждение посещают 50 детей. Каждое буднее утро сад распахивает свои двери. Детей принимают у входа. Родителей даже не запускают во двор. Медсестра осматривает каждого, измеряет температуру. При первых признаках заболевания ребенок в группу не допускается. В течение дня я тоже смотрю, по группам хожу, смотрю на их состояние. Руки моют в день, не знаю, каждый раз вот зашли, руки помыли, позавтракали, опять помыли. Потом в обед, вот так вот несколько раз у нас происходит. Замачиваем мы посуду дезинфицирующими средствами, у нас все необходимое есть. Больных не принимаем без справок. Вот если даже заболели, вот не было их месяц, 10 дней, от врача справку требуем с печатью. В данный момент среди педагогов и воспитанников детского сада нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусной инфекцией. Однако в связи с тем, что ковидом заболел кто-то из родителей, одну из групп отправили на самоизоляцию. В целом количество детей в учреждении снизилось. Некоторые дети разъехались по деревням, другие болеют сезонными заболеваниями, а кто-то из родителей боится отпускать детей. Температурный режим у нас соблюдается очень строго. Если вдруг в течение дня у какого-то ребенка поднимается температура, или мы видим, что он чихает, или глазки слезятся, мы сразу отправляем его домой. Звоним родителей, отправляем. Антисептиков у нас достаточно. В каждой группе у нас стоят антисептики у входа, конечно. Дезинфицирующих средств тоже у нас хватает. У нас есть на сегодняшний день все необходимое. Управление образования столичной администрации проводит плановую проверку подведомственных дошкольных образовательных учреждений. По словам начальника управления Астанды Таркил, в ходе проверки детского сада «Фиалка» санитарных нарушений выявлено не было. Сегодня мы на контроле в детском саду «Фиалка», дошкольное учреждение. Одна группа у нас в этом дошкольном учреждении закрыта, находится на самоизоляции в связи с тем, что родители поставили в известность, что сами родители болеют. У ребенка бессимптомно, исходя из этого мы на 2 недели закрыли. Мы видим, что в летнее время вообще всегда мало детей, меньшее количество. Родители стараются оздоравливать своих детей, наверное, выезжают и так далее. Мы видим, что в этом году динамика в меньшей степени, поэтому мы, в принципе, придерживаемся, все сотрудники на местах. У нас в этом коллективе часть воспитателей уже переболели коронавирусом, часть педагогов сделали себе уже вакцину. По словам Астанды Таркил, 8 из 13 подведомственных столичных садов уже проинспектированы. Во всех дошкольных учреждениях строго придерживаются установленных санитарных правил. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.